Реформа децентрализации, на самом деле, она больше финансовая. То есть у нас выросли бюджеты, я имею в виду территориальных громад, но при этом они выросли исключительно за счет того, что нам позволили перераспределять доходы как бы в свою пользу. Но каждый год перед принятием государственного бюджета местное самоуправление выясняет отношения с правительством, в первую очередь с Минфином, и в условиях недофинансирования здравоохранения, недофинансирования гуманитарной сферы мы все время пытаемся найти какие-то деньги. Другими словами, деньги есть, но их как бы нет. Ну, фактически да. И опять же, знаете, это бывает... Всем говорят, что они есть. Ну, это же вы ими не смотрите, пользуетесь? это оптический обман, это и тоже иллюзия в какой-то степени. Вот нам говорят, ваши бюджеты выросли в 3-5 раз. Но опять же я повторюсь, когда у нас в городе бюджет развития был условно 300 миллионов, то тогда доллар был по 5. Ну да, все познается в сравнении. Да, а сейчас у нас бюджет развития там 2,7, но при этом доллар по 28. И выросло все, начиная от минимальной заработной платы и заканчивая стройматериалом. То есть фактически нельзя сказать, что то на то и вышло, но реально как бы ну, особо деньгами мы не раскидываемся. Другое дело, что сейчас в местном самоуправлении появилось много таких достаточно системных, креативных сити-менеджеров, которые более рационально и более визионерски используют, которые ресурсы у них находятся. Все-таки страна-то меняется, и здесь на низовом уровне она меняется, мне кажется, быстрее всего. Но особо радоваться нечему. И поэтому, когда опять же я говорю о том, что реформа нуждается в углублении, она в первую очередь нуждается даже не в углублении, а в распределении полномочий между центральными органами власти и местным самоуправлением. Мы не хотим быть зависимыми от настроения министра финансов. Сегодня дали, завтра забрали.